Вот, ребят, все. Быстренько поставил палатку. Сегодня взял снегиря, 4 талонка. Кстати, шикарная палатка для двоих, вообще класс. Одному здесь вообще танцы с бубном можно устраивать. Что тут раскладушка, здесь раскладушка. Ну, я сейчас тут еще размещусь. Маленький столик взял, как и сказал, на брикетах. В общем, вот. А потом вечером здесь марафет наведу. Быстро печку затопил. Пока, ребят, занимался этими делами, процедурами, 3 флажка стоит. 3 загара. И пошел снег. Вроде как все по распорядку. Так и должно быть. Должен быть снег и оттепель. Такие дела. Ну все, пойдем. Пока без фонарика еще можно проверить. Ребята, сработали 3 позиции. Правый берег. Есть загар у нас. Потом середочка. Причем недалеко. Вот здесь. И левый берег. Тоже радует. Тоже есть флажочек. Ну, интересно. Из 3 флажочков есть какая-то ребейка сюда? Дверку прикроем. Палаточки тепло было. Хорошо. Ну, поперли. Живца нам будет занести. Вот он подмерзает все. Занести надо, водичку поменять и под компрессор поставить. Так, ну что, погнали наших городских. Начнем с правой. Сначала направо пойдем, а потом пойдем налево. Так, ребят. А направо это все хорошо. Полная вымотка. Полная вымотка. Отлично. Так, ну что, пробуем. Оп, есть, ребята. Есть. И нормальная щука, я вам скажу. Нормальная, хорошая щука. И давай на меня поперла. Опа. О, какая чистая полторашка, ребята. Красотка. Ну, не полторашка, кило 300. Точно у меня есть. Вообще замурчательно. Под вечер. Опять хорошая вышла щука. Опа. Тихо, мать. Тихо, успокойся. Успокойся. Что-то с травой какой-то. Так. Зажим, еще зажим, как говорится. Хорошая, ну, полторашка, да. Что-то я скромничать. Рыбаки, говорит, наоборот, прибавлять должны. Хорошая щука. Нормально. Я считаю, что уже не зря в мороз поехал, отстрелялся. Отстрелялся от души, так скажем. Считаю, уже результат положительный. Опа. Опа, какая красавица. Нормально, ребята. Радует. Перелом. Я думал, вообще будет плохо. А тут вот даже такая принцесска. Это меня радует. Не может не радовать. Что у нас тут с поводком? Поводок желает поменяться, да? Как будто бы. Или что? Не, поводочек еще хочет порыбачить. Давай. Блин, сразу все пристает. Махом просто. Просто все махом, ребята. Так, ладно. Правый порадовал. Посмотрим, что середочка даст. Все же заменю, ребят.
Что-то он какой-то уже подуставший. Тут уже, видите, уже этот тросик начал вылазить. Тем более 20-й еще стоит. На 25-й поставлю. Пускай лучше будет все ровненько, красиво. Пока светло. Чтоб потом не заморачиваться, мало ли. Поставим другой. Все. 3 секунды. Все это меняется, делается. Красота. Застежку убираем. Через 4 месяца сгниет. Ставим карасешку. Карасишку ставим свежего. Опа. Вот так вот. Все. Давай, карасямба, иди. Занимайся делами. Так. Центр, ребята. Как будто бы натяжечка. Полная вымотка, ё-моё. Вот это радует. Вечерок-то. Как, ребята, а? Что скажете? Пробуем. Оп, есть. Это нормальная щука, ребята. Хорошая щука. Едовая идет. Кило точно тащу. Да ладно, полторашка, ёбаный. Поболее даже, ёк, макарек. Или такая же. Такая же, походу. Сестричка прям в один. Да это даже побольше будет, ребятки. Чё? Карасику хана. Вот это я понимаю. Видите, вечером, ребят, может ночью еще поклюет. Хрен знает. Это да, стабильно. Блин, кило 600 я бы даже дал. А то и больше. Ну и стабильно там. Все там, ребята. Вот это, конечно, жесть. Это жесть, конечно. Все просто всасывает его обратно. Охренеть просто, ребята. О, опять туда провалился. Топка работает капитально, блин. Да ё-моё. Пасть большая, уже не подлезть. Только через жабры приходится залазить. Ковыряться. На морозе как это неприятно-то. Заниматься этим делом. Да ё-моё. Реально щучья смерть. Хрен с... Все, только там, блин. Блин, вообще хороша, ребят, щука. Редко, но метко. Замурчательно, я бы сказал. И вот у нас еще береговой стоит. Это пойдет вообще. Я-то думал, вообще нифига не будет. Думаю, хрен с ним. Заеду, так заеду. Так. Ну, берег. Если, ребята, здесь будет, это будет шикарно. Как будто натяжка есть. Че, серьезно? Блин. Серьезно, полная вымотка. Офигеть. Вот это я понимаю.
Утром, днем получается 8 подъемов и никаких. Ну, не считая 2,5. А тут есть. Кило точно идет, ребят. Килошка стабильно прет. Ух ты. За траву куда-то завела там. Побольше даже. О, что себе? Отцепилась, что ли? Ну. Выплюнула как-то. Получилось так. Хорошая, ребят, пявочка. Больше килушки стабильно. Кило 200. Такая. Кило 300. Они почти одинаковые все. Ну да. Ну это чуть-чуть вот видно поменьше. А длинная. А эти такие прям упитанные. Офигеть. Вот это я понимаю. Вечерка чернявеньких подкинула. Замурчательно. Все, работаем. Наживляем. Запускаем. И идем в палатку. Уже темнеет. Но это не может не радовать, ребята. 3 такие, знаете, сестрички. Вообще, полторашки. Ну, блин, вообще круто. Да это тоже полторашка. Так что-то я уже не знаю. Вообще класс. 3 загара вот получается, вот когда ставил палатку. И вот, пожалуйста, все полные вымотки, все хорошая щука. До этого днем выходила мелочь. Вот сейчас вышел крупняк. Ну как крупняк? Ходовая щука, полторашка. Это, блин, я считаю, это самое, что ни на есть четкая щука. 4 щуки на льду и все достойные. Так, где-то 2,5, эти полторашки смело, ребят. Ну потом дома завесим. Батарейки надо менять. Что. Все, погнали. Темнеет уже. Что-то надо перекусить, чайку попить. Да и надо обустраиваться в палатке. Вот это пойдет, ребята. Иду домой. А здесь у меня флажок встречает. Причем помотал так неплохо. Вот палатка, ребята. А вот флажок. Блин, хороша щука. Да, это чуть-чуть вот. Да, они сестры, ребята. Ну, это понятно. Покрупнее будет. Мадемуазель. О, забирает. Смотри, что делает, ребята. А, походу мелочь. Приятно. Так, идешь домой, а тебе флажок машет туда-сюда. Мелко, ребят. Скорее всего. Хотя не знаю, когда он стрельнул. Я все спиной стоял в палатке. Ветер потому что сильный. Ну что там? Выплевывай уже тогда. Выплевывай, уходи. Не будем мы тебя таскать. Ну, полная вымотка. Ну да. Оп, есть. И тут стояла уже. Мелко, ребята. Очень мелко. Как мелко. Вот это килограмм. Вот сейчас это килограмм. Ну, тебя рассосало, Викторович, уже. Смотри. Капитально причем. Блин, живой. Зараза. Вот это килограммчик. Вот она, ребят. Килограммовая. Килограммушка. А те явно покрупнее.
После 8, ребят, глазомер сбился, все. 8 завалил. Так теперь 1,5 килограмм уже не чувствуется. Давай в копилочку, Андрюшка. Вот это килушка, ребята. Смело. Вот это я отстрелялся. Так отстрелялся. 4 сработки. И все гол. А тут до этого било. Ну, сами видели, какая щука была. Блин, карась уплыл. Ладно, выживет так, выживет. Слава богу. Можно было его зарядить еще. Но возле домика. Класс, ребята. Вот это я понимаю четко. Четко, Вася, отвечаю. Похож на обман. Свинит уман. Слушайте, все. Снежочек повалил. Так. Да будет совет, сказал монтер. Вроде заряжал. О, вот это я понимаю. Под палаткой рыбка клюет, ребятки. Нормалды. Ух, перекурить надо. Что-то фига снег попер. Все, ладно. Сейчас немножко, ребят, тут расположусь. Нормально будет. Офигеть снег. Ну да, там обещали подзасыпать, походу, все. Ладно, снег тоже нужен. Ой, ребятки, просто кайф. Так промерз сегодня вообще на ветру, вот этом с морозом. Самое вот это неприятное. 20-ка и вот так дует, блин. Что нафиг надо. Лучше бы 30-ка без ветра бы была. Что-то вот водичка попадает, все сразу. Аж жгет так. Сейчас чувствую прям у меня морда лица начала оттаивать, так скажем. Потом лицо опухает, кстати, после этого. Мешки под глазами. Это всегда такое было после мороза. А так все, зашел, ребят. Теплынь, жара даже, я бы сказал. Надо даже прикрыть чуть-чуть. Вообще песня. Вообще. Ну вот это, походу, вечерний выход, друзья, был. 4 щуки. Блин, класс. Рыбалка, в принципе, состоялась. Я даже этого не планировал. Не то, что не планировал. Планирую это всегда охота. Я имею в виду, не ожидал. Вот. Так что сейчас потихоньку расположу. Ну что, у меня тут место, вагон, ребят. Здесь эта палатка, по 2 раскладушки, самое то. Здесь раскладушка, печка. Здесь стол ставишь. И там раскладушка. Куча места еще по углам. Понятно, под нарами. Вот. Теплая, очень теплая палатка для зимы. Эйло-полы. Вот. Я их специально не дырявил под лунки, так как особо я не рыбачу. Я просто кусок загибаю, как бы, и оставляю чистый этот, как его, ну, лед просто, все. Потому что мне в основном нужно для таких походов, как бы. Вот. Так, что у нас? Все. Темнеет, ребят, уже. Сумерки капитальные. Время у нас 3 часа. Уже темно практически. Вот. Ну что, сейчас монотонно. Распакую вещички все. Все сушиться, заряжаться что-то где-то. Все.
стакан занес. Сейчас компрессор поставлю. Вот. И что-нибудь на ужин уже можно будет варганить. Хотя так особо-то этот не сильно голодный. Вот. Имею в виду попозже, вечером уже. Чтобы сесть нормально, поужинать, как полагается. А то сейчас что-нибудь перекусишь, а потом ужинать начнешь готовить, и уже не особо. Надо приготовить и съесть нормально. Посидеть, пообщаемся. У меня пузырек есть. По красоте, короче. Вообще по кайфу. А чай вот сейчас заходит прям на ура. Класс. Так что, друзья, нормально. Не знаю, посмотрим. Может и на 2 ночи остану. Завтра ребята какие-то заедут. Точно какие-то заедут. Вот, посмотрим, короче. А так все круто. Снег вон валит, труба. Вот, сейчас вот начинается перелом погоды. Так-то бы. Вот сейчас посмотрим, что будет завтра. Так, периодически будем выходить. Даже выходить не надо. Вот я специально поставил так, ребята, окно у меня здесь. И все жерлицы просматриваются как на ладони. У меня есть дальномерный фонарик. Просто можно светить и смотреть, флажок есть, нету. Сходил, выбежал, проверил. Вот. Ой. Ну просто великолепно. Вот за что я уважаю, ребят, палатку. Ну это вот непосредственно я нахожусь прямо здесь. Буквально вот жерлица стоит, ну, тут метров 5 от меня, от палатки. И щука вот здесь попалась. А так сейчас бы нужно было куда-то ехать на избу. То бишь, если, допустим, в этой локации избы нету, а здесь изб нету. Здесь болото. Изба есть, но очень далеко. Как минимум надо было уезжать. Так что я все-таки за палаткой куплю. Газ промерз, блин, офигеть. Вообще даже еле-еле горел, блин. Такие дела. Так что начинаем располагаться. Колоночка, ребятки. Так, чтобы скучно не было. Бывает. Сейчас вожу с собой. Так, чик, включил монотонно. Играет колоночка. Бывает, когда скучно. А так, конечно, охота посидеть в тишине. Так, ладно, что-то надо перекусить. Так, надо кислород поставить, точно. Сейчас надо сразу. Палатки, ребята, огонек стал. Так, фонарики надо достать. Налобный. И надо достать, где-то у меня дальнобой был, ребятки. О, вот он, красавчик. И можно прям с палатки, не выходя. Ох, снежок-то как. О, вообще круто видно.
Потом покажу как-нибудь, ребят, выйду. Пока за бортом непогода. Такие дела. У меня, походу, флаг стоит. Сейчас выйду, посмотрю. Походу, флажок стоит. О, как город, ребят, видали? Да, флаг стоит. Как город на Неве. Все видать. И вот видите, то бишь, если жерлица стоит, ну, не сработавшийся, то как бы огонек такой большой. А когда вот жерлица сработала, то вот, пожалуйста. Видно вообще классно. Офигенно. Флажочек есть. Сейчас сходим, посмотрим. Вот, ребят, уже разделся. Легкие штаны одел. Снял чулки вот эти. Сушиться тоже. Ну, быстро сбегаю, не замерзну, думаю. Да даже таким фонариком все четко видно. Угол. Правый угол стрельнул. Причем самая крайняя. А нет, предпоследняя. Градусов 10, наверное. 11 мороза. Должно быть сейчас в данный момент. Еще вот если жерлицы боком ставишь, то они вообще отчетливо видны. Вообще класс. Вымотки нету, ребята. Кто-то хулиганит. Хулиганы какие-то. Да, уже замело. Видите, если бы крутило, снега бы не было на катушке. Соответственно, блин, карасик вообще бойкий. Тут даже возможно, что карась, ребята, бахнул. Раз, два, три, четыре. Самострел, что ли? Карасевый. Может, кого что испугался. Щука рядом проходила. Может, испугался щуку. Тоже может быть. Нормально. Так, ну все. Опа. Домой. Палаточка. Палаточка. Больше сработок нету. Так. Поставим компрессор. Чтобы карасики себя чувствовали огонь. Кислородик пошел. Сейчас заживут. Водичку можно поменять на ночь. Так, ребятки, ну что, распаковочка. Распаковочка. Два паковочка. Бумажка обязательно. Дошик взял. Так, думаю, мало ли. Дощичка. У меня, ребятки, здесь котлетки есть. Вкусненькие. О. Только разогреть нужно. И получается масло. Гречка тоже, ребят, в пакетах. Уже готовая.
Разогреть только надо. Так, что у нас тут? Хлебушек, колбаска есть. Короче, живем нормально. К чаю, приколюхи. Супруга сегодня утром блины делала. Блины, ребята. Вообще пушка. Хлебушек. Короче, нормально. Макароны есть. Короче, жить можно. Масло растительное есть. Так что живем. Так, друзья, ну что, на сковородке, наверное. Ой, на сковородке, на печке. Сейчас замастырю быстренько. Оп. Котлетосики. Парочку. И гречку пакетик. В принципе, нам хватит. Все, замерзло, блин. Конечно, с утра такой мороз стоял. С ветром еще тем более. О! Пускай греется, ребята. Еще гречка, пакет есть. Блины с чаем. Нормально. Живы будем, ведь не помрем. И сразу под мусор пакет. Сюда газ вроде отогрелся. Вот тут остатки. Вот так вот. О, можно одну кинуть. Пускай там шает. Так, ребят, ну что, можно и покушать немножко, перекусить. 16:36. Вот уже в палатке как 1,5 часа, уже темно. Так, тогда бы разобраться-то еще время детское, а вот уже все, никуда. Ну, понятно, буду выходить периодически смотреть, жерлицы под боком, не надо кататься. Когда на реке стою, я, бывает, очень много поворотов занимаю, то бишь здесь какое-то количество жерлиц, там какое-то количество жерлиц, ну, в определенных точках. А базу где-то ставлю посередине. И вот потом просто обходы делаю, езжу на технике. Тоже очень круто помогает в плане этого. Потому что оно на реке, как бы, на реке это на реке. Вот. Ну что, ребят, 5 капель накапал. Это еще та бутылочка, когда я брал с собой, тоже хотел ночевать, когда Костя не поехал, заболел. Когда я 8-очку завалил, вон она катается до сих пор, уже 3-й раз, никак не добьется. Так что, вот. Ну что, за трудовой день, я считаю, на морозе сложновато, тяжковато. Первый такой мороз, прям чувствую, сейчас лицо прям горит, ребята, вообще труба. Вот. Скромный ужин. Ну как скромный, котлеты, гречка, ребят. Я считаю, нормально. Вот, как бы. Ну, дома уже было отварено, чтобы тут не заморачиваться.
Такие дела. Считаю, шикарный день с рыбалкой, уже с хорошим уловом, 5 штук, и все хорошая щука, плюс-минус, отлично. Так что не зря поехал, как минимум, как бы заехал, все четко. Так что такие дела, ребятки. Давайте будем, ваше здоровье. Сейчас покушаю, отдохну и потом расскажу о новинке своей. Наконец-то у меня появился, мечта моя давнешняя, как бы. Вот. Надо ставить цель и как бы потихоньку идти к нему. Вот, и подарок на Новый год себе сделал, так скажем. Будем. Бомба. Вот как котлетка. Отлично. То, что нужно. То, что доктор прописал. Спрашивали, что делали с щукой. Ну, ребят, мы уже за осень неплохо поймали, если считать все рыбалки. Как бы так. С Костяном мы ездили, мы отлично поймали. Парни приезжали, Паша. Ну, ребята, конечно, увезли рыбу. Ну, и то там мне досталась как бы рыба. Сейчас вот ездил до этого. Жерлицы в ночь оставлял, тоже ловилась. Но она и не идет, ребят, конкретно в мою семью ну, прям в заготовку. Вот, угощаем. У меня есть сестра, есть тетки, маме, себе. В общем, друзья какие-то, не какие-то, все равно хвоста кому-то обещаю, там, выделяю, даю. Вот, и вы не подумайте, что там штабелями там складываю ее, там, что-то прям, что-то. С первого улова, когда мы ездили с Костяном, угостил всех, опять же, и мы сделали консерву щуки. Вот. Сейчас делали котлеты, накрутили котлет, шикарные котлеты, и прям на подносик. Вот. Может даже не в холодильнике, а сейчас на улице морозы, холодно, под пленочку, все нормально. Вот. Ну, как-то так. Угостили. Знакомая женщина там постоянно как бы интересуется, спрашивает, любит очень рыбу. Вот. 3 щуки продали, получается. Вот. Как бы. Ну, щука есть, женщина хорошая, как бы она так не берет рыбу. Вот. Продали. Я стараюсь, ребята, рыбу не продавать, не занимаясь этими делами. На продажу что-то там как-то. Нет, ребята. Есть и хорошо. Угостить угощу всегда, как бы туда-сюда. В общем, ну, бывает какой-то своеобразный бартер. Вот. Когда-то там кто-то мясо угостит, я рыбой, допустим. Ну, только так. Соответственно, как бы, ну, понятное дело, налево-направо не раздаю, как бы, а так вот. И тут особо-то и не получается, там, чтобы она у тебя как-то штабелями ложилась. Вот. Рыбу мы стараемся не замораживать, чтобы она там лежала, там, знаете, месяцами, там, зеленела, там, и так далее. Вот. Свежая готовится сразу, плюс-минус раздается, как-то консервируется, обрабатывается, и как бы, ну, понятно, что-то где-то 2-3 там ты заморозил, да, там на жарку, а все остальное, как бы, ну, я не складываю ее там прям. Свежая она есть свежая. Вот. Такие дела, ребят. Так что вот, снег вроде успокоился. Немножко сыпет. Ну и нормально. А то такая буря, блин, пошла. Я думаю, сейчас вообще хана будет. Утянулся, все хорошо. Покажу вертыши, кстати. Может, кому полезно будет. Ну, вообще, в целом так. Проведем вечер в каких-то разговорах, ребята. Вот. В каких-то моментах там что-то такое. Не знаю, будут еще сработки, не будут. Ну, в принципе, время еще ранее. возможно, какие-то загары еще будут. Так что такие дела, ребят. О.
Будем прислушиваться, кстати, в соседней деревне, говорят, волки ходили прошлой ночью. А когда-то здесь именно в этом месте был, у них тропа была лучше, проход. Ну, я так, жути не нагоняю, просто делюсь то, что как есть. Понятно, что у нас печка, у нас дым идет, как бы нормально все. Жалиться недалеко, ездить никуда не надо. Вот, такие дела. Да что ты будешь делать, а? Что это такое-то? Из-за ветра такого, что ли? Не должно быть так. Блин, все нормально, бойкий. Ветер, что ли, ребята? Подрывает так. Раз, два, три, четыре. Считай, что это не сработки. Вот, ребятки, вот такой зверюга у меня появился. Я, конечно, в моделях, ребят, особо не разбирался. Я просто нашел человека, который занимается в России именно такими импортными шуруповертами. Не только DeWalt, там Милорики сейчас вот эти пошли и так далее. В общем, ребят, как мне Денис сказал, это последний американец, флагманская модель. Почему последний? Потому что осталось только 91 и 96. Ну, 991, 996. Данная моделька у меня как раз именно 996. Крутящий момент 100 ньютонов метров. Получается 3 режима. Я вот сейчас крутил на первом. Вообще вполне, ребята, хватает, вывозит. Вообще красота. А многие скажут, что пятерка слабоват, можно и восьмерка. Ребят, нет, это стандартная комплектация. Почему пятерка? Потому что, как минимум, ребят, стандартной комплектации можно заказать именно с кейсом. Можно, конечно, и без кейса, но я решил взять с кейсом, потому что мало ли куда-то выезжать, что-то как-то перевозить. Ну, скорее всего, я в нем не буду возить, мне это ни к чему. Две батарейки, ребята. Если заряжать высокостоковыми зарядниками, допустим, вот этим, то вот этой мощности хватит вообще, в принципе, за глаза. Вот, в комплекте две батарейки, сам шуруповерт, зарядник, ну вот этот кейс, еще вот ручка такая боковая есть. А вот, последний из магикян, так скажем, ребята. Да, сегодня я ощутил разницу, конечно, очень мне зашло, вообще круто. 20 вольтаж и 5 ампер получается. Ну, можно, конечно, загружать, ребята, и взять мощную батарею, там, допустим, восьмерку. Но
стандартная комплектация именно, ребят, что восьмерка сюда уже не залезет именно в этот кейс, вы понимаете, да? А так, в принципе, можно конкретно доработать любую модель, потому что Денис этим занимается, то бишь можно взять просто один шуруповерт, одну зарядку и взять большой аккумулятор, в принципе. Но я взял, говорю, два, потому что, ну, выезжая в разные места, в разные условия, где нет возможности подсоединиться, я считаю, два патрона все-таки лучше, чем один патрон. Всякое бывает, подсыреет, подмерзнет, что-то еще. Хотя сегодня крутил именно с сильным ветром, с морозом. Вот, шуруповерт без чехла. И, ну, ребят, все понятно, он даже ни капли не разрядился. Вот, здесь у нас еще, ну, здесь режимы освещения, в принципе, это ни к чему. А вот 3 режима в плане, ну, на первом, ребята, он просто крутит. На втором даже не пробовал. Вот такие дела, ребят. Так что спасибо, конечно, Денису, то, что подсказал все, так сказать, подвел мои мысли, потому что, блин, ну я не понимаю, вот именно как, что, а хочу какой-то импорт, а что вот именно для себя было затруднение, и вот Денис все красиво сделал. Да, вещь не из дешевых, ребят, но я считаю, что если ты занимаешься конкретно плотно делами, такими рыболовными, то почему бы нет, да, правильно, если есть палатка, ну, она должна быть крутая палатка. Если есть снегоход, он должен быть крутой снегоход, как бы. Ну и также по шуруповерту. Как бы понятное дело, что он не только будет служить для зимы, он как бы и летом будет работать, потому что, ну, хороший аппаратик. Я не спорю. Вот. Что-то хотелось еще добавить, ребят. Ну, на самом деле, я даже не знаю, что и добавить. Вот. Время покажет. А так, сегодня лунок 20-25 я сделал. Вообще он просто, ну, работает. Вообще просто вот реально вещь. Давно хотел. Вот подарок на Новый год, ребята. Как-то вот так. В общем, какие-то вопросы будут, я оставлю ссылку на Дениса ВКонтакте. Ну, личную страничку. Можете написать, пообщаться. Как бы. И можно подобрать под себя вообще любую модельку, то бишь. Конкретно есть и китайские шуруповерты, но в плане бренда, как бы, ну, подберет парнишка вообще на раз. Мне этой батарейки будет за глаза, вот если честно. Как утверждает Денис, что это один из самых качественных шуруповертов на линейке именно вот этого производителя. Ну, как бы, не знаю, поживем мы видим. Но я считаю, что проблем не должно быть никаких. Вот. Так, у меня тут одежда для него старого осталась. Ну, я говорю, я вот в кейсе, скорее всего, возить не буду, как и Денис сказал, что, ну, скорее всего, будешь в кофре возить просто, ну, как обычно я возил. И проблем не будет. Сейчас, скорее всего, поставлю, все подойдет. Ну что, конечно, все подойдет. Вот. Сумочка для второй батарейки. Ну и сам, получается, чехольчик. Сам чехольчик. Так что, ребят, очень я рад, что у меня появилась такая машина. Теперь в любой мороз, в любой лед я не буду экономить, а буду искать, бурить и так далее. Потому что бывает, иной раз смотришь, что вот у тебя запас батареек там заканчивается, что-то еще. Вот, хотя я говорю, вот в принципе сегодня я вот бурил, ему даже чехол не нужен. Вот, просто, ну, от снега, завтра если будет снег, одену все-таки я. Все-таки я его одену, чтобы от снега защита была и так далее. О, все, ребят, готов, боец. Такие дела. А так еще раз, ребята, скажу, на человека ВКонтакте оставлю. То бишь не какую-то ссылку на магазин, на что-то еще, а именно на Дениса ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы.
Я думаю, человек вам подскажет, кто задумывается что-то приобретать такого именно плана. Вот. И я думаю, будете вы в понимании, потому что когда мне начал Денис рассказывать, и я ему сказал, какие условия, в принципе, для чего он мне нужен, жерлицы, не жерлицы, как бы какой шнек и так далее, потому что буду использовать еще 150 шнек, это под комбайны, вот, и, соответственно, здесь по мощности здесь можно также, ребята, играть, можно заказать просто допом батарейку, другую, какую-то более мощную, более объемную и так далее. А так, в общем, кому интересно, ребят, пишите. Опа. Так, ребят, ну что, 10 вечера. Дождался я уже 10 вечера. Сработок таки нету больше. Вот просто хотелось посмотреть, что клюет ли она вот именно вечер. 8, 7, 6. Вот, до 4 вечера, ребята, были поклевки. До 5, до 6, наверное. Ну, там уже были не поклевки, а просто от ветра выбивало. Результат у нас, ребята, 5 штучек, красотки. Снег закончился, но ветрище еще прет. Немножко убрался. Там брикетики, мешки убрал. Техника стоит. Все, огонь. Будем отдыхать, что, потихоньку. Не знаю, так, периодически, может, буду подсматривать. Еще по-любому не усну. Ну, а так, в палатке огонь. Ух, ветрище-то, ё-моё. Так, пока откроем вентиляцию. Снежочек, он нарастает. Живец в углу, тут прохладненько. Воздухом покачал. Куртейка сохнет. Брикеты убрал. Всю коробку приготовил. Газ сейчас убрать надо. Тоже. В принципе, все уже. Ну, это на завтра. Такие дела.